Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте! В эти дни отмечают 35-летие одной из ведущих изданий Дальнего Востока — Якутское Саха-информационное агентство. И сегодняшний наш гость — исполняющий обязанности генерального директора Саха-медиа Яна Бабаева. Яна Олеговна, здравствуйте! Здравствуйте, Дарья! Вот период становления ЕСИАДа особо интересен, с учетом того, что вот сайт ЕСИА был первый. Давайте, может быть, начнем с этой даты немножко. Да, 31 августа этого года мы отмечаем 35-летие Якутского Саха-информационного агентства. За это время агентство претерпело огромные изменения. Изначально это была небольшая газета ежедневная, которая выходила. Сейчас это огромное информагентство, которое является федеральным у нас в республике. Мы занимаем первое место вот уже более 12 лет в Якутии по рейтингу цитируемости и входим в тройку лидеров на Дальнем Востоке. И также имеем неплохой рейтинг по России. Наши новости у нас выходят как на русском языке, русский блог, так и на якутском языке. Есть якутская версия ЕСИА. Вот. По целям и задачам сейчас мы активно развиваемся, вводим новые форматы, но и не забываем самое главное. То есть во главе нашего угла, скажем так, всегда стоит правдивость информации, ее количество. То есть мы стараемся и следим за тем, чтобы наши читатели получали информацию оперативно, правдиво, чтобы она всегда была интересна, адаптирована для того, чтобы ее было легко читать, интересно. Обязательно ее смотреть, читать, да, как бы подбираем разные форматы, выходим не только текстом, но используем видеоформаты, инфографику, ну и всячески продолжаем начатое нашими товарищами старшими, которые придумали и основали Якутское Саха-информационное агентство. Держим связь с нашими, скажем так, старичками в очень приятном смысле этого слова. У нас есть Оксана Валентиновна Ноева, наш координатор, которая у нас работает с самого основания ЕСИА. Сейчас она занимается тем, что распределяет ребят, кто на какие темы будет писать, куда пойдет, как бы координирует всех. Это очень серьезная, большая работа, потому что я могу сказать, что у нас очень часто все меняется, информационное поле в том числе, ну и как бы события тоже обязательно за ним спешат. А какая сейчас цитируемость в ЕСИА? На самом деле сейчас мы находимся, мне кажется, на пике в какой-то степени, особенно вот последние, начиная с мая месяца. Я это связываю на самом деле с проблемами с некоторыми мессенджерами, вот, где люди обычно привыкли получать информацию, но сейчас они возвращаются к сайту, смотрят новости по старинке. Буквально в мае-июне у нас были показатели 4,5 миллиона просмотров. В июль, как всегда, для медиа, ну, не самый лучший месяц, скажем так, в части показателей, из-за того, что люди уезжают в отпуск, находятся на даче, ну и не так активно следят за повесткой. Здесь чуть меньше, я думаю, что это примерно 3,2 миллиона просмотров. Ну вот надеемся на август, сентябрь, это всегда благодатные месяцы. Ну и важно, что статистика говорит о том, что нас любят, нас читают, это очень приятно. Мы всегда работаем для наших читателей в первую очередь. И еще стараемся охватывать не только жителей нашего региона, но и делать новости таким образом, чтобы они выходили на федеральный уровень. То есть как бы мы привыкли, допустим, к каким-то вот, ну, нашим бытовым моментам, допустим, к тому же холоду, комарам или что-нибудь из этой серии. А наши федеральные коллеги в том числе, да, как бы и читатели очень сильно любят такие тематики, всегда с большим интересом реагируют. И вот страница ВКонтакте, начали активно ее развивать, соцсети точно тоже поддерживаем, серьезное внимание им уделяем. И буквально в прошлом месяце мы установили свой собственный рекорд, у нас 7,8 миллионов просмотров в ВК. То есть, ну, это по большей части центральная и южная часть России, как бы люди даже из-за границы читают, то есть, что тоже приятно. И очень сильно их интересуют новости, вот такие, как бы, скажем так, бытовые в том числе. Поэтому повестку мы готовим таким образом, чтобы и жителям региона было интересно читать, ну и новости попадали на федеральный и дальневосточный уровень. А какая вообще структура направления именно деятельности ЕСИА? Сейчас расскажу. Ну, основное внимание у нас уделяется редакции. То есть у нас в редакции работают редакторы, собственно говоря. Это люди, которые вкладывают всю свою душу и сердце в тексты, чтобы они были интересными, чтобы они получались хорошими, без ошибок.
Корректор работает также. Ну и, естественно, лицо ECI — это наши корреспонденты, люди, которые встречаются с людьми, которые интересуются огромным количеством тем, очень много знают, много кого знают. То есть это очень такие живой организм, это вот живой процесс всегда, встречи, интервью, подготовка материалов. Также у нас есть фотослужба. Они хранят историю нашу, то есть уже 35 лет у нас очень огромный, прям богатый архив, которым мы на самом деле очень сильно гордимся. Руководит отделом Мария Васильева, я думаю, многие ее знают как прекрасного фотографа. Также у нас есть Андрей Сорокин и Вадим Скрябин. Это фотокорреспонденты, которые выезжают на места, делают фоторепортажи, подготавливают фотографии, также вот выезжают на материалы с корреспондентами. Ну и есть медиацентр. То есть это то место, где можно провести пресс-конференцию, можно записать программу, можно организовать какой-то клуб, встречу. Там тоже работают настоящие профессионалы, могут организовать все, что угодно. Буквально не так давно был прямой телемост с Китаем, прошло все идеально. Было на самом деле очень интересно посмотреть и последить за работой, как строятся этапы подготовки, как все работает на самом деле. Ну, я думаю, что мы можем нами гордиться. Такая мини-студия у вас. Да. Достаточно дружный коллектив. Расскажите, как отмечаете юбилейную дату, как вообще настроение у вас там? Настроение у нас на самом деле очень хорошее, потому что коллектив сформировался, он уже такой крепкий, то есть есть те, кто работает очень долго, они составляют такую основу нашего коллектива, и есть ребята достаточно молодые, активные, но при этом как бы мы все очень хорошо уживаемся, потому что творческий коллектив — это всегда, как мне кажется, порой что-то непредсказуемое, у кого какое настроение, какое вдохновение, то есть мы стараемся друг друга уважать, оберегать, хранить, чтобы все было у нас хорошо, чтобы всем было комфортно работать, обязательно друг друга поддерживаем. Ну, ребята у нас на самом деле очень хорошие. Хотела бы еще отметить Джулустана Сергеева. Это наш спортивный корреспондент. Он, мне кажется, супер известен для всех, кто интересуется спортом. Его материалы всегда очень хорошо читают, с большим удовольствием и с хорошим откликом. Люди нам часто пишут, чтобы он писал еще больше, чтобы чаще рассказывал. Ну и хотела бы поблагодарить наших читателей за то, что они дают обратную связь. То есть очень часто приходят к нам сообщения с благодарностью, рассказывают порой наши вот читатели о том, что у них произошло, у кого-то, вот, допустим, урожай какой-то большой удался, обязательно поделятся, пришлют фотографии. В основном это из села приходят какие-то вот такие добрые сообщения. Ну, а в городе зачастую отправляют какие-то события, вот что-то произошло, случилось, а узнайте, расскажите. Ну и обращаются за тем, чтобы помочь. Наши коллеги никогда не отказывают, мы всем всегда рады, обязательно поможем разобраться, обязательно обо всем расскажем. То есть этому внимания уделяем очень много. Ага, Яна Олеговна, вот вы есть на всех мессенджерах, тем более есть обратная связь. А вот есть ли какие-то там темы, которые очень-очень интересуют жителей? Вот чаще всего, которые отправляют, может быть, и куда можно, может быть, направить, если есть такая возможность? У нас с нами можно связаться через Макс, либо через мессенджер ВК. На любой странице социальной сети на сайте есть телефон для обратной связи, присылают сообщения. Темы на самом деле разнообразные, но зачастую это какие-то бытовые истории. Что-то произошло, где-то размыло дорогу, где-то произошло наводнение, вот, ну, что-то такое, зачастую бытовое, ну, либо какие-то вот новости делятся, рассказывают. То есть, ну, это всегда очень приятно, мы всегда ждем. А вас же еще он в командировке отправляет, да, вы активно? Да. Где были? Самый, может быть, интересный вот пример. Вот даже расскажу не про себя, про командировку. Буквально в марте у нас Саина Титова, наш корреспондент, отправилась в Оленек готовить серию материалов про жителей Арктики, про кочевые семьи. И из-за непогоды осталось там не на 3 дня, как планировалось, а на 10 дней. Поэтому у Саины получился огромный, очень замечательный материал, который в дальнейшем получил дальневосточную премию Федерального агентства ТАСС как лучший материал о коренных малочисленных народах. То есть это вот такой, скажем так, мне было бы счастье, да несчастье помогло в какой-то степени. Поэтому Саина у нас выжила из этого все самое лучшее, поэтому они молодцы в этом плане. Командировки у нас в ближайшие ТВФ уже вот готовимся, традиционно будем освещать, очень много информации ждем, уже начинаем подбирать материалы, корреспондент уже определен, фотограф тоже, поэтому ждите новостей, обязательно поделимся. А можно ли какую-нибудь интересную историю жизни рассказать, если такова имеется, например, у зрителей или жителей города, республики? Так. Есть такое на практике или нет? Или пока
формат такого не планируется? Из жизни жителя? Да, да. Может быть, у кого-то есть своя личная история, или кто-то хотел бы поделиться каким-то важным событием, помимо, там, допустим, событийного какого-то новости. Да, очень часто обращаются к нам для того, чтобы мы написали о ком-то из родственников. Например, вот у меня есть дядя, он замечательный человек, хороший музыкант, расскажите о нем. То есть мы здесь тоже не отказываем, потому что люди действительно зачастую оказываются очень интересными. И если погружаться в жизнь человека, можно всегда найти что-то вот особенное, такое интересное, классное, из чего получится замечательный материал. Поэтому, опять же, повторюсь, всегда рады. Приходите, рассказывайте, обязательно напишем, поделимся. Ну и часто сейчас приходят ребята, участники СВО, которые обязательно вот хотят поделиться своей историей. У нас Николай Борисов ведет рубрику, которая называется, опять-таки, «Своя история». Вот, они отсняли уже порядка, наверное, 30 программ. Это большой труд, и мы всегда ребятам рады, всегда стараемся под них подстроиться, если у них отпуск, командировка, вот как бы в город, поэтому всегда ждем. Спасибо, Яна Олеговна. Еще раз хочется поздравить вас с этим прекрасным юбилеем, и успехов, и много командировок, прекрасных новостей. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.